друзья, на морозе села батарейка на экшн камере. Будем снимать на это, Ну что, экшн камера села, вторая камера села. Морозы не выдерживают никакие аккумуляторы. Подзаряжать смысла сейчас нет. Короче, у меня остался только один смартфон. Вся запись будет идти пока на него, пока я не согрею. Короче, вот такая вот пятерочка, вот с такими экранами, регулируемые экраны. Можно поднять. Вот так вот. Здесь можно сушить. Сзади тоже есть экран, снизу экран. Но пока отпустим. Наша задача сейчас главное прожечь эту печку. Внутри печки вот 7 таких частей от трубы. Видел некоторые печки у других производителей, где вот узкая сторона идет печки прямо, то есть получается широкой стороной. Это я считаю неправильно, потому что когда собирается конденсат, деготь будет капать прямо на печку, а тут она все правильно идет с внутренней стороны. Так, печурочка. Пять. 6 и 7. Так, ну это у нас уже пойдет выше палатки. Эти два звена потом поставим. Ну что, там ничего не осталось. Закидываем сухими дровами. И первая закладка у нас будет гореть на полную мощность. Наша задача прожечь ее, чтобы смазка не пахла потом в палатке. Полную закладку. Все запихаем. Мне кажется, достаточно. Наверное. Так она у нас потом долго гореть будет. У многих замечал, как они разжигают печку. Ну и тоже взял с них, ну чтобы, ага, не хочет. О. Газ остыл. Ледяной. Баллон ледяной. Так. О, тяга пошла.
Все будет красиво, друзья. Сейчас мы эту печку прожгем, пока прогорят дрова. Попробуем еще поймать. Ну, не поймать. Пошевелю удочки, посмотрю. Иначе они у меня сейчас примерзнут. 5 секунд. И заодно у меня площадка, которую натоптал, промерзнет. И туда поставим палатку. И потом уже сделаем печь, теплый пол и все дела. Ну что, горишь, не горишь? Удобно. Первый раз, кстати, печку разжигаю газовым баллоном. Берестой бы мне сырые дрова пришлось долго. Но они как бы не сырые, но и не сухие. Все, пошла тяга. Все. Попробуем, что у нас получилось. У нас вроде получилось все красиво, друзья. Печка растопилась и пошел дым. Вот такой вот дым, друзья. Полнолуние. Чуть-чуть. Завтра, скорее всего, будет полнолуние. Луна в таком тумане. Нормально. Сейчас эта печка у нас прогорит. И мы поставим его в палаточку. А мороз давит. 30-ка по-любому уже. Все, друзья. Небольшая пауза. Включаемся, когда уже все будет готово. Ну что, друзья, вот мы и в палатке. Аппаратура немного оттаяла, немного подзарядилась. Он все выложил сюда, в эту сетку, получается, и телефоны, и приемники, и экшн-камера, такая камера, все просто заледенело. Продукты все заледенели, превратились в шлинги, макароны единый кусок льда, курица тоже, поджарка тоже, все. Вон, чайник я вскипятил уже, шкварчит вот макароны с поджарочкой. Вот так вот я устроился, вот такая вот печурочка. Немного приоткрыл, потом закрою полностью, когда уже кушать согреется. Вот чайник, вот дрова приготовил, мне на сегодня хватит. В принципе тепло. Снизу раз вентиляционное окно, вот там вот. И тут вот я открыл, потому что пока, друзья, очень жарко. Вот здесь у меня вся аппаратура, батарейки, все такое. Там продукты, спальный мешок. Единственное плохо, что некуда развесить одежду. Вот, да. А так, в принципе, для одного вот так вот хватает. Вдвоем, конечно, здесь уже будет тесно. Ну, не зря говорится, Алтай один. Для одного это вполне достойная палатка. Сейчас пойдем глянем, как это все у нас выглядит снаружи.
до конца даже и не закрыл, потому что жарко. Вот один слой, вот москитная сетка. Вот второй слой. Сейчас, ну что, пойдем глянем. Вот она, луна. Вот она, наша палаточка. Сейчас будем ужинать. Ураган отдыхает. Вон дровишки. Пробовал рыбачить. Так ничего и не клюнуло больше. Не больше, а вообще не клевало. Но площадку растоптал. До завтра здесь будет каток. Потому что мороз конкретный давит. Вон пар идет с палатки. Нормально. Даже можно сказать отлично. И луна в тумане. Красота, да и только. Привязал что-то к корыту, что-то к лопате растянул, что-то к пешне. Два колышка только пробурил и бил. Полностью растянул снизу, не стал снегом закидывать. Лыжи вот поставил. А теперь у нас ужин готов. Вот такой вот ужин. Сейчас мы будем кушать. Ну что, да здравствует ужин. На ужин у нас сегодня макароны с поджаркой, хлеб. О, хлебушек оттаял немного. Вообще деревянный напрочь был, все замерзшее. Вон, смотрите, рыбацкий напиток. Сверху уже немного согрелся, а снизу вон просто иней ледяной. Вон, смотрите. Обалдеть мороз. Это так вот все, у меня все продукты замерзли. Ну, замерзли, значит, не испортились. В палатке жарко. Я и так уже убавил, дальше некуда. Не знаю, как я буду здесь ночевать. Если так, то жарко. В спальник не залезешь. Если печка погаснет, будет холодно, скорее всего, в такой-то мороз. Ну, посмотрим. Я примерно запомнил, сколько она. Часа два, наверное. Прошло уже, как затопил. Ничего страшного. Ночку переночуем, мороз, потом уже будет видно, что да как. Ну что, друзья, вот такой вот у нас первый день, день заезда. Устал, замерз. Но палатку мы все-таки растянули. Палатку надо обмыть, чтобы долго служила, чтобы печь не баловалась, чтобы все нормально было. И грело, и в меру. Дыма не видно, не дымит, это уже хорошо. Дай бог, чтобы все было нормально. Для одного это нормальная палатка. Ну, конечно, если вдвоем, надо уже побольше. Ничего, будет день, будет пища. Купим большую.
Дома вроде ем то же самое. Те же макароны, ту же поджарку. Почему-то на природе это все вкуснее в разы. Раскладушки у меня нет. Взял бабулькину раскладушку на даче. Или, наверное, лет 50 точно. Совдеповская, еще алюминиевая. Нормально. А печка жар идет. Я не знаю, куда ее деть. Была бы короче раскладушка, можно было бы вот так вот поставить. Это не лезет. Вот ящик из-под печки у меня вместо стола. Ведро тоже. Приехал я, друзья, сюда дня на 4. Вот теперь думаю, завтра, если с утра не будет клевать, сегодня ни одной поклевки не видел, то я не знаю. Я не люблю сильно. Если хоть иногда поклевывает, у меня терпения хватает. Сидеть, бурить, ходить, искать. Но когда нет ни единой поклевки, это значит, рыба не берет. Или рыбы нет. Была бы камера, можно бы глянуть. Камера сломалась. Ну ничего. И завтра с утра пробуем здесь. Если нет, походим, поищем. Если в течение дня не увидим поклевки, придется собираться и уезжать. Если не домой, так в другое место. Здесь когда как. Здесь бывает, можешь вообще ничего не поймать. А можешь надергать килограмм 3, 4, 5. Интересно, река. Ну что, как-то вот так. Все-таки это здорово, друзья. Давно уже хотел. Именно в палатке. Посмотрим. Посмотрим. Понравится, может, в палатке будем жить. Но мороз, наверное, если печка потухнет, будет холодно. Не взял спальный мешок минус 30, потому что думаю, если печку не топить, на улице будет холодно. А так в том спальнике здесь употеешь. Тот спальник реально на улице спать. Мы испробуем этот спальник, который минус 30, с другой палаткой, обычной палаткой, без печки, без ничего. Но это ближе к весне уже. На охоте на уток мы уже в той палатке жили, спали. Ой, ну да, в том спальном мешке. В принципе, довольно комфортно было. Попробуем ее и на рыбалке. Ну все, заболтался. Давайте. До завтра, друзья. Время у нас... Сколько? Уже 9 часов. Время прошло. Пока то да сё. Искал, куда поставить палатку. Хотел возле лунок, чтобы рыбачить. Если бы клюнуло, я так и поставил. В итоге поднял ее на высокое место. Чисто утоптанный снег, вот то, что ураганом натоптал. А возле лунок пошла вода. Не знаю, лишь бы она до сюда не дошла. Я вроде и утоптал, и все. Сейчас вот ходишь, и она проваливается аж. Ну ничего, морозом должно прихватить. Завтра будет как каток. Ладно, друзья, до завтра. А то заболтался я что-то.
Доброе утро, друзья. Время почти 6 часов уже. Да, 5:53. Ночь прошла. Как мы видим, все нормально. Выспались. Правда, печку подкладывали не 2-3 раза. Потому что из-за морозов надо было подкладывать почаще. В экономном режиме было холодно. Пришлось немного подкрывать, и печка прогорала быстрее. Сначала подкладывал через каждые через каждый час. Потому что было холодно. Спальник не доставал. Вот. А последние 2 закладки делал будильник стоял через 1,5 часа. Я, в принципе, уже за 5 минут до будильника, как и вот сейчас, вот без 7:06, в 6 часов должен прозвенеть будильник, я уже просыпался, потому что было прохладно. И подкладывал немного, она согревалась, потом на экономный режим, буквально оставлял полсантиметра. И нормально. Закладка на 1,5 часа. Не полную печку, половинку таких мелких. Если ложить дрова покрупнее, думаю, хватит на 2 часа спокойно. Ну что, без спальника было прохладно, да. Я в спальник не ложился, думал, будет жарко. Нифига не. Потому что вентиляционные окна, которые снизу, что-то мне страшно закрывать. Вдруг, думаю, кислород не будет поступать или еще что-то. И через них холодный воздух ледяной просто тянет и гуляет снизу. Сверху вроде и тепло, даже жарко. Снизу он поступает воздух и прохладненько. В спальнике самое то. 3 часа я залез в спальник, получается. И нормально. Он 4:30 подкинул немножко, там уже пару щепок осталось. А дрова спалил, что заносил все. Так что ночь прошла. Сейчас по-быстрому приготовим дрова. Затоплю печь, позавтракаем. Ну и на лед, на рыбалку. Погнали! Топится печь. Греется завтрак. А на завтрак сегодня у нас то же самое, макароны с поджаркой. И плюс курица, потому что с утра всегда надо покушать плотненько, чтобы калорий хватило на весь день. По-быстрому сейчас позавтракаем. Через полчасика начнет светать. Будем пробовать здесь, на вчерашнем месте. Лед там уже замерз, то, что я натоптал вчера. И, возможно, нам сегодня надо будет, наверное, переставлять палатку, потому что эту палатку я поставил на снегу. Если вот печь, дрова и все вот это находится еще повыше, то здесь, где моя раскладушка, где я вставал, снег просел. И я боюсь, как бы вот здесь вот не выступила вода. Здесь получилась как бы вот ямка. Каждый раз, когда я встаю ногами, снег уплотняется, а мы стоим на льду. Вокруг вот то, что вчера возле лунок, везде вода, где снег. А где я утоптал, и тем более уже возле лунок пробурено и натоптано, где была вода, за ночь, конечно же, все это замерзло. Так что если придет вода, надо будет менять место палатки. Вот и греется наш завтрак уже. Убираем. Вот так вот на экономный режим оставляем сантиметр. Вон, аж до красна все накалилось за 5 секунд. Вот открыл, буквально минута, и все. Палатки как в бане уже. Убираешь, и все, шарится потихонечку. Нормально. Вот такой охапки мне вчера хватило на всю ночь. Последний закинул 4:30. Завтракаем.
Ну что, друзья, приятного аппетита. На улице уже начало светать. Так что завтракаем, не теряя времени. На лед. Если сегодня здесь не клюнет, я говорю, тут как лотерея. Можно поймать, а можно и просто посмотреть, как говорится, побурить, посмотреть. Рыба тут бывает приходит, а бывает и нет. Как-то у меня, когда была еще камера, ловил, ничего не выловил. Набурил где-то лунок 20 по всему плесу. Начал смотреть, а рыбы-то здесь нет. Нашел голянчика там пару штук, ёршика, окушка прозрачного маленького. И все. А буквально отошел метров 500, наверное, на другой плес. Там поклевало, там рыба была. И плотва была, и окунь. А иногда здесь она бывает. Блин. Авария. Немного раскладушка сломалась. Вылетел теперь. Ладно, друзья, не будем отвлекаться. Завтракаем, встречаемся на реке.